Повышение уровней воды на реке Лени не повлияло на перевозки пассажиров, но все перевозчики на воздушной подушке и аэроботах вынуждены снизить число пассажиров. Так, до паводка из Якутска на берег поселка Нижний Бестях на одном таком маломерном судне доставляли по 10 человек. Теперь борт заполняют наполовину. Цена проезда при этом увеличена до 3000 рублей. Также для безопасной перевозки людей от площадки Манитах Нижнего Бестяха вертолеты Ми-8 полярных авиалиний, выполнив 8 рейсов, доставили в аэропорт Маган 263 пассажиров. Сегодня утром вертолет также вылетел. По данному направлению билет в один конец стоит 5100 рублей. Повышением уровня воды в районе Нижнего Бестяха, Якутска у нас действительно есть ограничения. Даже у нас причал, пассажирский причал, можно сказать, отрезан на сегодняшний день. И отрезаны часть автомобильной дороги до села Капитоновки, Кангаласах, получается, да. И на сегодняшний день организовано дежурство на местах силами ГИБДД, МВД и подрядных организаций, что на контроле находится. В принципе, у нас причальные сооружения в ближайшее время после проведения взрывных работ и так далее, спада уровня воды должны освободиться, и мы должны причальные сооружения, паромных переправ в том числе, должны подготовить и дальше ввести к эксплуатации. А первый рейс паромов на переправе Якутск-Нижний Бестях запланирован на 26-27 мая, сообщает Минтранс Якутии. Сейчас активно готовятся к навигации. Первые суда из населенного пункта Осетрова уже движутся в сторону Якутска, а паромщики ждут открытия переправы. Например, по направлению Якутск-Нижний Бестях этим летом планируют курсировать порядка 15 паромов. Как отметили в Министерстве транспорта, в этом году Вилюй и Амга вскрылись как никогда рано. Поэтому, как только масса льда покинет просторы рек, начнутся перевозки на пароме. Сейчас на берегу Нижнего Бестяха организованы дежурства силами ГИБДД, МВД и других ведомств. У нас 26-27 числа уже ожидаем то, что в Хангаласском Улусе, после прохождения ледохода, у нас откроется переправа Махсоглах-Качекаци, и 26-27 у нас Якутск Нижний Бестях тоже будет функционировать после прохождения ледохода. У нас ледоход очень медленно движется, сутки, ранее, в предыдущие годы у нас бывало то, что 150-200 километров у нас за сутки проходило. В эту навигацию видим то, что порядка 20-40 километров она ежесуточно